В истории русского предпринимательства есть немало моментов социальной значимости. Так, купеческая семья российских меценатов Морозовых жертвовала собственные средства на многочисленные начинания, благотворительные, культурные. Был такой среди именитых чеченских купцов известный меценат Геха Мациев. Это он, крупный купец Геха Магомедович Мациев, будучи владельцем трехэтажного здания, в начале 20 века представил свой особняк для образовательных нужд Грозного. В 1904 году в этом хорошо известном старшему поколению горожан доме было открыто реальное училище. В разное время Грозненское реальное училище окончили многие наши выдающиеся земляки, в том числе и младший сын Гехи Мациева, первый чеченский ученый-языковед Ахмат Гехаевич Мациев. В 1916 году, в 14 лет, Ахмат с отличием окончил Грозненское реальное училище. На тот период предметом его особой любви, конечно, на всю жизнь стал родной чеченский язык. В 1926 году он поступил на работу техническим редактором чеченского издательства, однако почти вся его жизнь была посвящена изучению родного языка. Начинал он почти на пустом месте. Никаких лексикографических работ в то время не было, за исключением небольшого чеченско-русского словарика, изданного в качестве приложения к грамматике чеченского языка известным кавказоведом Усларом. В поисках материала по чеченской лексике Ахмат Мациев ездил по селам Итункалинского, Чеберлоевского районов, вдоль и поперек обошел равнинную Чечню. Он выверял правильное правописание и значение того или иного слова, получал у старожилов сведения об архаизмах, уточнял их смысл. Попутно собирал чеченские пословицы, поговорки, крылатые выражения. Отдельно записывал слова и выражения, связанные с древними поверьями чеченцев. Вся эта кропотливая работа вылилась в солидный труд. Широко известный чеченско-русский словарь, увидевший свет в 1927 году. Автору первого чеченско-русского словаря тогда исполнилось всего лишь 25 лет. В 1930 году, несмотря на молодой возраст, Ахмат Мациев назначается заведующим сектором языка Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории языка и литературы. В 1925-1937 годах основой чеченской письменности была латинская графика. Мациев принимал участие в составлении алфавитов на латинской и русской основе разработки орфографии чеченского литературного языка. На тот период из-под его пера выходят буквари, учебники чеченского языка, сборники упражнений по правописанию, а в 1930 году выходит терминологический словарь, который содержал около 3500 словарных единиц и охватывал большую часть новой общественно-политической лексики. Этот словарь явился ценным пособием для работников печати, радио, широкого круга интеллигенции и учащихся. Чуть позже, в 1932 году, издается и его трехязычный словарь, в котором были собраны бацбийские слова с параллельным переводом на чеченский и русский языки. Появление этого словаря вызвало широкий отклик в печати. Именно работы Ахмата Мациева заложили в послеоктябрьский период прочную базу для дальнейшего развития вайнахского языкознания, поставив его по объему исследования в один ряд с другими кавказскими языками. И потому, перешагнув свой 30-летний рубеж, Мациев заявил о себе как известный, талантливый и работоспособный ученый. Увы, именно на таких ярких представителей национальной интеллигенции тогда и охотились вездесущие ищейки из НКВД. В 1937 году, глубокой ночью, молодой ученый был арестован. Немалых усилий стоило родственникам Ахмата узнать, где он содержится. Это был тот самый дом, в котором прошло его детство, и который в свое время был конфискован у его отца, купца Мациева. Палачи подвергали молодого ученого не только физическим пыткам. Из огромного числа комнат, которые к тому времени стали камерами тюрьмы НКВД, они водили Ахмата на допросы именно в ту из них, где и прошли его детство и юность. Иногда его выводили во двор и, побрив наголо голову, привязывали к столбу и ставили на солнцепек. Целый день ученого держали в таком состоянии, не давая есть и пить. Однако никакие пытки не смогли сломить ученого. В этих же страшных застенках ожидали своей участи и томились тогда Арбим Мамакаев, Халид Яндаров, Дашлако Мальсагов, Аздоев, весь цвет чеченской и ингушской интеллигенции. В одной камере с Ахматом Мациевым 10 месяцев находился выдающийся политолог 20 века Абдурахманов Тарханов. Только через 3 года заключения был назначен день суда. Обычно после суда заключенных расстреливали, но произошло непредвиденное. Мациева и 2 его товарищей оправдали и прямо в зале суда освободили из-под стражи. Ученый вновь вернулся к любимой работе. Он был полон идей и замыслов, однако через несколько месяцев его вновь арестовали за непослушание, поскольку он продолжал издавать свои труды.
На этот раз его отправили в ссылку в Казахстан, но затем освободили с подпиской о невыезде. Вследствие этого 23 февраля 1944 года, в самом начале депортации чеченского народа, Ахмат Гихаевич уже находился в Казахстане. Через несколько месяцев после освобождения его уже в третий раз подвергают аресту, и на этот раз уже за нарушение подписки о невыезде. Полностью Ахмат Мацеев был реабилитирован только в 1957 году. В общей сложности Ахмат Мацеев провел в местах заключения 15 лет, но даже в этих тяжелейших условиях он не переставал заниматься научными исследованиями. В 1955 году работа над первым чеченско-русским словарем была продолжена, и в 1961 составленный им чеченско-русский словарь объемом в 20 тысяч слов был издан в Москве издательством иностранных и национальных словарей. Этот словарь самый значительный из всех трудов Ахмата Мацеева. Работе над ним он посвятил более 20 лет своей жизни. В 1963 году словарь Ахмата Мацеева успешно выдержал публичную защиту, за что его составитель был удостоен степени кандидата философских наук. В то же время собранного Мацеевым исследовательского материала хватило бы на несколько докторских диссертаций. При таком солидном научном багаже он не был ни карьеристом, ни дельцом от науки и никогда не был избалован славой. До конца своих дней Мацеев работал над усовершенствованием своего словаря. Со дня его выхода в свет и до последнего дня своей жизни ученый продолжал лексикографическую работу по уточнению и шлифовке чеченского текста и объяснений к нему на русском языке, а также пополнению словаря неохваченным лексическим материалом. В этот период Мацеевым охвачено около 15 тысяч слов, 647 рукописных листов, не вошедших в изданный словарь. За этот период автором собраны и литературно обработаны более 1200 чеченских народных пословиц и поговорок, которые в качестве фразеологического материала в необходимых случаях кратко и метко иллюстрируют употребление слова в речи. От Ахмата Гихаевича веяло удивительной аурой. Он был воплощением воспитанности, доброты и интеллигентности. Ахмат Мацеев щедро делился своими знаниями и опытом со студентами Чечено-Ингушского педагогического института, в котором некоторое время преподавал и заведовал кафедрой языкознания. Человеческая скромность, его высшая ступень, была одной из черт его бытия. Рядом с ним невозможно было не чувствовать себя чище, нравственно и духовно, невозможно было не стараться попытаться подняться до его уровня в понятии «везденгела». Выдающийся политолог Абдурахманов Тарханов вполне заслуженно называл своего знаменитого земляка чеченским Далем. Умер крупный чеченский ученый Ахмат Мацеев в 1968 году прямо на работе, оставив после себя доброе имя и огромное теоретическое наследие. К сожалению, многие из его неопубликованных работ, которые даже в таком виде представляли большой научный интерес, а также архивы и фотографии, сгорели в ходе военных событий в Грозном. За свою сравнительно недолгую жизнь, 60 лет, Ахмат Мацеев написал более 55 научных трудов, общий объем которых составляет 250 авторских печатных листов. Он является автором и соавтором 8 двуязычных и трехязычных переводов орфографических и терминологических словарей. Кроме того, его перу принадлежат многочисленные буквари, учебники, грамматики, монографии. Самым же значительным из его научных трудов, несомненно, является чеченско-русский словарь, работе над которым он отдал более 20 лет. Огромный вклад Мацеева в отечественную лингвистику трудно переоценить. Если россияне гордятся заслугами великого Даля, то для нас, чеченцев, столь же крупным отечественным просветителем является Ахмат Гихаевич Мацеев, стоявший у истоков создания чеченской письменности, разрешения важнейших проблем вайнахского языкознания.